Привет, друзья, с вами я, Михаил Серкили, и новый выпуск Nocto Life History, специальный проект об истории гагаузов в Бессарабии, который мы готовим вместе с доктором истории Штефаном Бежаном. В этом выпуске мы поговорим о голоде 46-47 годов прошлого столетия, о рукотворной трагедии, унесшей жизни большого количества людей, и которая, по мнению историков края, является величайшей трагедией гагаузов в Бессарабии. Засуха и голод 46-47 годов оказали разрушительное и негативное воздействие на гагаузское сообщество в частности и молдавское общество в целом. Голод стал результатом целого комплекса причин. Война принесла с собой значительное разрушение, что привело к существенному падению производительности труда в сельском хозяйстве. Историки считают голод 1946-1947 годов организованным, поскольку советские власти не только не предприняли мер по смягчению последствий засухи, но и фактически способствовали усугублению ее последствий путем конфискации продовольствия. Первые признаки продовольственной проблемы в Молдавской ССР появились уже весной 1945 года, когда стали заметны первые недостатки в снабжении основными продуктами питания. Особенно хлебом, и значительная часть молдавского общества обвинила власти в том, что они были неэффективны в предотвращении возникновения и распространения голода. Ситуацию усугубила засуха 45-46 годов, от которой пострадала не только Молдавская ССР, но и другие регионы Советского Союза. В июле 1945 года НКГБ перехватил 300 писем, в которых говорилось о проблемах, связанных с нехваткой продовольствия из-за засухи, которая привела к снижению урожая зерновых и овощей. Весной следующего года количество таких писем постепенно увеличилось, и в апреле-июне 1946 года было перехвачено почти 2000 таких писем. На фоне разрушений, вызванных войной, жители региона стали свидетелями неслыханной для этой территории засухи. Осенью 1944 года количество осадков было незначительным, а зимой 1944-1945 годов выпало очень мало снега. А большие перепады температур от мороза к теплу привели к иссушению почвы. Весна и лето 1945 года характеризовались очень малым количеством осадков. Ветра приводили и способствовали иссушению почвы. То же самое происходило осенью 1945 года и зимой 1946 года. Из воспоминаний о тех временах мы узнаем, что зимой 1946 года на полях Молдовы можно было увидеть огромные облака пыли, и сильные ветры с корнем вырывали осенний посев. Регион Буджак, где проживало большинство гагаузского населения, характеризуется степной местностью с незначительными лесными массивами, сильными ветрами и незначительным количеством осадков. То есть засуха и сильные ветры воздействовали на этот регион больше, чем на другие территории МССР. Засухи 1945 и 1946 годов нанесли серьезный удар по сельскому хозяйству и крестьянству республики. Значительно сократилось количество посевных площадей. Сильно пострадали от засухи виноградники и сады. По официальным данным, осенью 1946 года было собрано всего 365 тысяч тонн зерна, что в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем году, когда было собрано 926 тысяч тонн зерна, из них 272 тысячи тонн было сдано государству, и в 5 раз меньше, чем в 1940 году. Засуха сказалась и на производстве мяса. За 1,5 года резко сократилось поголовье крупного рогатого скота и овец, в то время как лошадей стало в 2 раза меньше. Крупного рогатого скота на 40%, свиней на 88%, овец и коз на 38%. В результате такого резкого сокращения поголовья скота в начале 1947 года около 43% крестьянских хозяйств не имели животных. 84% не имели рабочего скота, более 69% не имели коров, овец и коз, около 97% уже не держали в своих хозяйствах свиней. Все это привело к резкому снижению производительного потенциала крестьянских хозяйств, ослабив продовольственную базу МССР. Голод и нехватка продовольствия привели к гибели, продаже и потреблению почти половины животных, рабочих лошадей и быков.
Значительное снижение тягловой силы отрицательно сказалось на сельскохозяйственной деятельности. Засуха затронула и Румынию, но ее последствия не были столь серьезными, как в МССР, поэтому важную роль в усугублении продовольственного кризиса сыграла политика советского государства. Прежде всего были завышены квоты на зерно, которые крестьяне должны были поставлять государству. Плохо распространялась материальная помощь, что привело к появлению спекулянтов, стремящихся разбогатеть на голоде. Советская аграрная и налоговая политика была тяжелым бременем для населения МССР, поскольку перед коммунистическими властями стояла задача собрать как можно больше агропродовольственной продукции и денег, не заботясь о тяжелом материальном положении крестьянства. Например, согласно квотам, установленным советской властью, крестьянское хозяйство Тегинского уезда, куда входили и поселки с большинством гагаузского населения, имевшее около 2 гектар сельскохозяйственных угодий, обязано было ежегодно сдавать государству 160 кг зерна, 40 кг мяса, 120 яиц, 100 литров молока от каждой коровы. В зависимости от вида хозяйственной деятельности крестьяне также должны были сдавать зерно, подсолнечник, картофель, сено, сыр, шерсть. За 8 лет с 1944 года по 1952 год крестьяне Молдавской ССР платили государству около 400 миллионов рублей сельскохозяйственных налогов. В этот же период из Молдавской ССР в Москву было поставлено внушительное количество зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, сои, мяса, птицы и говядины в живом весе, молока, яиц, шерсти и так далее. Кроме того, для того, чтобы остальной мир не знал о проблемах Советского Союза и тем самым не дискредитировать коммунистическую идеологию, советские власти скрывали проблему голода и, более того, продолжали продавать зерно за рубеж. По просьбе правительства Бухареста 20 сентября 1945 года было принято решение о предоставлении Румынии 300 тысяч тонн зерна, из которых 80 тысяч тонн зерна было собрано в Молдавской ССР, в то время как производство зерна в МССР с 1940 года снизилось почти вдвое. Отсутствие продовольствия и личной гигиены, а также большое количество трупов, оставшихся после войны, привели к дальнейшему ухудшению положения местного населения, быстрому распространению ряда инфекционных заболеваний – тифа, туберкулеза, малярии. В 1945 году около 70 тысяч жителей МССР болели туберкулезом, десятки тысяч малярией, 17 тысяч сыпным тифом. В гагаузских населенных пунктах заболевания стали быстро распространяться с зимы 1945 года. В донесении от декабря 1945 года секретарь ЦК КП Чадырлунги Семен Потапов информировал секретаря ЦК КП Кагульского уезда о массовом заболевании населения в ряде населенных пунктов, где проживают гагаузы. Так, в Бишгёзе заболело 952 человека, в Тамае 400 человек, в Киритлунге 372 человека, в Гайдарах 182 человека. В донесении от декабря 1946 года, имевшем гриф «Совершенно секретно», московским властям сообщалось, что в связи с засухой 1946 года в сельской местности, особенно в южной части Молдавской ССР, ощущается острый недостаток хлеба среди населения. В результате этих продовольственных недостатков в селах Кагульского, Бендерского и Кишиневского уездов отмечено 10 834 случая дистрофии, атрофии и недостатка белка вследствие недоедания. В том же отчете говорится, что только в Камрадском районе насчитывалось более 3000 заболевших. Также отмечается, что большинство заболевших дети дошкольного и школьного возраста. Наиболее уязвимыми к заболеваниям оказались дети-сироты и дети, брошенные родителями. Так, из-за плохого питания этих детей 36% воспитанников детского дома страдали заболеваниями, вызванными голодом, в частности, алиментарной дистрофией. Несмотря на эти тревожные сигналы, летом и осенью 1946 года коммунистические власти были не столько озабочены спасением населения от голода и поиском решения, чтобы остановить рост смертности, сколько выполнением планов коллективизации и сбора сельскохозяйственной продукции любой ценой. Ответственные за сбор продовольствия в селах стали сметать у крестьян все продовольствие, не оставляя им никаких запасов. Осенью 1946 года бессарабские семьи остались без запасов хлеба, оказавшись бессильны перед голодом. Нехватка продовольствия привела к предосудительным поступкам. Крестьяне
занимались грабежами и насилием над местными коммунистическими властями. Один из таких грабежей произошел в апреле 1946 года в селе Кирсово, когда 150 крестьян похитили 800 килограмм кукурузы. Аналогичный случай произошел в селе Хаджи-Абдул, ныне Кузоводы Кагульского района, где 30 женщин и детей похитили со склада тонну пшеницы. Ситуация, напоминающая голливудский фильм, произошла в селе Дизгинжа Камрадского района в апреле 1946 года, когда представители власти грузили зерно на сельском зерноскладе для отправки на станцию. Когда пришла группа из 5 человек и стала требовать зерно, угрожая отобрать его силой, вскоре к 5 революционерам присоединились еще около 100 человек. Пока местные власти и сотрудники Министерства государственной безопасности разгоняли толпу, другим группам женщин удалось похитить 3 тонны зерна с других складов. В наказание 7 участниц акции были арестованы. В мае 1946 года случай ограбления произошел в населенном пункте Чешмекёй. Около 300 женщин из села проникли на 2 склада и похитили 2 тонны зерна. Эти женщины были остановлены сотрудниками МВД МССР, а 3 из них арестованы. Осенью 1946 года в городе Камрад была поймана на краже хлеба группа людей, которые после медицинского обследования были признаны больными острой алиментарной дистрофией. В некоторых случаях при ограблении даже оставались жертвы. В Чокмайдане и в Башкалии при попытке ограбления были убиты несколько советских чиновников. Из-за острой нехватки продовольствия число случаев дистрофии резко возросло и превысило 200 тысяч. К февралю 1947 года уже 240 тысяч человек были зарегистрированы как страдающие дистрофией. Именно дистрофия стала главной проблемой весны-лета 1947 года. Поэтому смертность среди населения МССР приобрела катастрофический характер. По сути, люди умирали на ходу из-за длительного дефицита продуктов первой необходимости. Например, в январе 1947 года было зафиксировано 19 тысяч смертей, большинство из которых были вызваны пищевой дистрофией. Коммунистическая литература пыталась внушить обществу мысль о том, что коммунистическое руководство и в Кремле не знало о реальной ситуации в регионе и поэтому не вмешалось, чтобы остановить бедственное положение жителей МССР. На самом деле, из записки Лаврентия Берия, направленной Иосифу Сталину в декабре 1946 года, мы узнаем, что руководство СССР в то время было прекрасно информировано о катастрофическом положении большинства крестьянства в МССР. Берия писал Сталину: «Представляю вашему вниманию отчеты товарища Абакумова о продовольственных проблемах в некоторых районах Молдавской ССР. Некоторые жители Измаильского уезда прислали письма с жалобами на тяжелое продовольственное положение. Они сообщают также о случаях опухания от голода». В силу своего расположения в степной зоне, по официальным данным, южные районы Республики Молдова сильно пострадали от голода 1946-1947 годов. Молдавские власти на протяжении всего этого периода предупреждали Москву о том, что с каждым месяцем увеличивается число людей, страдающих дистрофией. Из-за этого заболевания смертность в этих районах значительно возросла. Только в Камрадском районе за октябрь 1946 года умерло 260 человек, в том числе 115 детей. Люди умирали от истощения, трупы ежедневно находили на улицах, дорогах и полях. Только за период с 25 октября по 5 ноября 1946 года на улицах Камрата было найдено и подобрано 6 трупов. 2 ноября 1946 года на одной из улиц Камрата было обнаружено и убрано тело Ивана Маврия, 52 лет, вскрытие которого показало, что он умер от истощения. Голод носил массовый характер, что спровоцировало среди населения Молдавской ССР беспрецедентное трагическое явление – каннибализм. Безусловно, случаи каннибализма были гораздо более многочисленными, чем те, которые зафиксированы в документах. Распространение каннибализма свидетельствует о разрушительных масштабах и интенсивности голода, с которым столкнулась советская Молдавия в 1946-1947 годах прошлого столетия. Количество случаев каннибализма увеличилось по мере усугубления продовольственного кризиса. Начало 1947 года характеризовалось стремительным ростом смертности от голода. Ежедневно увеличивались случаи каннибализма, в том числе и в гагаузских населенных пунктах. Только в феврале 1947 года советские чиновники
заявили 32 случая каннибализма, из них 13 в населенных пунктах, где гагаузы составляли большинство. Здесь можно упомянуть случай с семьей Яланиных из села Баурчи Кангасского района. Глава семьи Яланин Андрей Иванович, 1916 года рождения, этнический гагауз, с согласия своей жены 7 февраля 1947 года убил свою собственную дочь 6 лет и съел ее. Другой случай произошел в селе Тамай, где муж и жена Чимпаеш Владимир и Чимпаеш Анна съели труп матери мужа, умершей от тяжелой дистрофии. Некоторые люди рецидивировали и повторно совершали акты каннибализма. Один из таких случаев произошел в селе Кирьятлунга. Колпакчи Андрей Константинович и его жена сначала съели труп своего сына Нила, умершего от дистрофии. В том же месяце они съели труп своей матери, 65 лет, Колпакчи Федора, и своего отца, 70 лет, Колпакчи Константина Константиновича. Вопиющий случай произошел в селе Бишалма Кангасского района 26 ноября 1947 года, когда сначала Чаку Георгий Георгиевич убил свою дочь для употребления в пищу, а через 2 дня убил своего 5-летнего сына, намереваясь продать часть мяса на рынке. В строго секретной информации от 27 февраля 1947 года, в которой излагалась ситуация в Кангасском и Чедерлунском районах, населенных в основном гагаузами, говорилось, что острая нехватка продовольствия привела к тому, что население добавляет в пищу древесные опилки, кукурузные стебли и початки, семена расторопши, стебли подсолнечника и так далее. Эти добавки вызывают у дистрофиков острые кишечные заболевания, приводящие к повышенной смертности. Население использует мясо собак, кошек, туши животных. Широко распространен каннибализм. Из показаний партийного чиновника, направленного для проверки ситуации в гагаузских селах, следует, что, находясь в течение 2 дней в селе Баурчи Кангасского района, он выявил 4 случая убийства с целью поедания трупа. Тот же чиновник заявил, потребление трупов приобрело массовый характер. Зафиксированы случаи кражи трупов, доставленных на кладбище и оставленных непогребенными. Еще более тяжелая ситуация сложилась в другом гагаузском селе Бишалме, где у некоторых трупов были удалены мышечные массы и ампутированы конечности. Из показаний жителя Камрата, пережившего голод, мы узнаем, что в 1946 году из Камрата забрали все зерно. Если бы зерно не было конфисковано, то люди бы не голодали. В 1926 году была такая же сильная засуха, но не было такого ужаса, который случился в 1946-1947 годах. У людей были запасы из прошлого. Этот же человек добавил: «Засуха была очень сильной, даже трава высохла. Ветер приносил из степи пыль и песок, которые, как сугробы, собирались вдоль заборов и стен домов. У родителей моих бабушки и дедушки было 7 овец и 3 лошади. После того, как 2 овец украли, остальных 5 зарезали и засолили. Чтобы прокормить оставшийся скот, с крыш домов убрали солому и камыш. После того, как люди перерезали скот, они стали есть собак, полевых мышей и кошек. Но те, кто их съел, вскоре умирали». Другой советский чиновник по фамилии Шнурева в своем отчете отмечала, что в посещенных ею селах Кангасского района погибло 30% населения. По пути из Чедерлунги в Кангас я видела тела, которые давно не собирали. Первым местом, где я остановилась, было село Баурчи, довольно большое, но тихое, как могила. Ни на улице, ни во дворах я не увидела людей. Крыльцо и комната сельсовета в центре села забиты опухшими стариками и детьми. Некоторые из них находятся в полубессознательном состоянии. В этом же сообщении Шнурева говорит, что точная ситуация с населением села неизвестна. Мне сказали, что вчера погибло 20 человек. За первую половину дня было найдено 73 трупа. Большинство тел были спрятаны в сараях или лежали под снегом. Затем она нашла около 100 детей-сирот, которые лежали в холодных комнатах без опекунов и почти мертвые. Тот же источник отмечает, что после медицинского обследования было выявлено 202 человека, страдающих дистрофией 1 степени, 640 дистрофией 2 степени и 403 дистрофией 3 степени, а умерло за первые 7 дней февраля 93 человека. В докладе также описывается положение села Бишалма, довольно крупного гагаузского населенного пункта.
Шнырева оценила ситуацию как катастрофическую, даже хуже, чем в Баурчи, поскольку за январь и 8 дней февраля умерло 630 человек и 1340 человек больны дистрофией. Точное число гагаузов, умерших во время голода, определить трудно, в том числе и потому, что в селах было распространено явление массового захоронения жертв голода. Поэтому многие умершие во время голода не были зафиксированы ни в каких официальных документах. Вот, например, что сообщал председатель Камрадского райисполкома кишиневским властям в феврале 1947 года. В районе смертность продолжает оставаться необычайно высокой. В январе она составила 2,3% от численности населения округа. Даже по неполным данным, в январе умерло 680 человек, в том числе 508 человек от дистрофии. Кроме этих зарегистрированных случаев, я лично обнаружил на кладбище в разных местах 40 трупов. Исчезают десятки семей, о которых ничего не известно. Выявлено много случаев, когда умерших прячут, чтобы члены семьи могли получать за их счет продовольственную помощь. В завершение этого выпуска хочу от себя добавить следующее. Тема голода очень хорошо изучена в Республике Молдова. Голод 46-47 годов прошлого столетия однозначно является величайшей трагедией бессарабских гагаузов, унесшей жизни от 30 до 60% населения гагаузских сел и городов Бессарабии. Причина голода – это не природный катаклизм, как его пытаются представить советские власти и их последователи сегодня. Его причина – это политика сталинского режима, который отобрал у людей их запасы продовольствия и обрек их на голодную смерть. Советская власть делала все, чтобы о голоде не говорилось и не писалось ничего. Те, кто ностальгирует по Советскому Союзу, пытаются нивелировать важность голода рассуждениями о том, что от голода пострадали не только гагаузы, но и другие народы Советского Союза, поскольку голод 46-47 годов прошлого столетия прокатился не только по Бессарабии. Но от того, что этот голод затронул не только гагаузов, он не перестает быть преступлением, совершенным сталинским режимом. То, что этот голод был в масштабах всей страны, увеличивает размер преступления, совершенное Сталином и его подельниками по людоедскому режиму, созданному им же, за которое ни он, ни его подельники не понесли наказание. По различным оценкам, сталинский режим уничтожил не меньше людей, чем нацистский режим в Германии. Гитлер уничтожал людей по расовому признаку, а Сталин по социальному признаку. Для своих преступлений Гитлер использовал ложную биологию, засоряя голову людей идеей о высшей расе, а Сталин – ложную социологию, засоряя голову людей идеей о социально пригодных и непригодных. Еще один распространенный миф, призванный выгородить сталинский режим, заключается в том, что якобы Сталин об этом не знал, а голод произошел из-за перегибов на местах. Ну как вы себе представляете, эффективный менеджер Сталин, который поворачивал реки вспять, не знал бы о том, что у него в Бессарабии беспредельничают активисты? Но это же полный бред. Активисты беспредельничали, потому что у них был приказ беспредельничать. И зачем им конфисковывать столько зерна? Разве они могли его продать на стороне? Куда им продавать это зерно, если в Советском Союзе не было свободного рынка? Активисты конфисковывали столько зерна, сколько им было приказано конфисковывать. А сердобольных активистов, которые не могли забирать последнее из-за жалости к людям, заменяли на менее сентиментальных. К сожалению, несмотря на то, что эта трагедия хорошо изучена и еще живы ее свидетели, в массе своей гагаузы не хотят вдаваться в подробности этой трагедии и изучать ее причины и последствия. Более того, до недавних пор в Гагаузе даже не было дня памяти жертв этой, повторюсь, величайшей трагедии, постигшей гагаузов Бессарабии. Я с большим уважением отношусь к той работе, которую проделали люди, работавшие последние годы в Гагаузе над увековечиванием памяти жертв голода и самой трагедии голода. Это был большой исследовательский и политический труд по сбору информации и проталкиванию политических решений, увековечивающих память о голоде. Единственное, чего я, пожалуй, не понимаю, это призывы очень многих не ворошить прошлое и не искать виновных той трагедии, а всего лишь почитать память безвременно ушедших. Но это все равно, что поминать убитого без разговоров о обстоятельствах убийства и об убийце, не осуждая и не пытаясь искать убийцу, таким образом
поощряются новые убийства. Сравнение обычного бытового убийства или убийства, совершенного на другой почве, с жертвами голода может показаться притянутым за уши, но, как известно, не извлекая уроков из истории, мы рискуем повторение ее темных страниц. Мы наблюдаем за тем, как некоторые потомки и идеологические последователи активистов, отбиравших запасы хлеба и зерна у жертв голода 46-47 годов, обрекая десятки тысяч людей на голодную смерть, сегодня сидят в кабинетах власти в Гагаузии. В условиях независимой и суверенной республики Молдова они не представляют опасности для жителей региона, но мы видим, как они зазывают большого брата с востока, который стал реинкарнацией сталинского режима. Они ждут прихода их большого брата, готовые выполнять любой приказ, так же, как их идеологические и биологические предки выполняли приказы сталинского режима. Мы в опасности не столько из-за того, что путинский режим пытается оккупировать Украину, а вместе с тем и Молдову, сколько из-за того, что здесь на руководящих должностях, на различных уровнях находятся идеологические последователи, а в некоторых случаях и биологические потомки тех самых активистов, чьими руками совершались преступления сталинского режима в отношении гагаузов и других народов Бессарабии. Они ждут путинский режим, готовые выполнять его приказы, а на примере войны в Украине мы видим, какие приказы отдает путинский режим. Сегодня мы как никогда близки к повторению трагедии голода и депортации. К счастью, от них нас спасает украинская армия. Если бы нам пришлось защищать себя самим, то с таким количеством любителей путинского режима, считай потомков тех самых активистов, обрекавших гагаузов на голодную смерть в 46-47 годах, боюсь, что наша судьба была бы предрешена. С моей точки зрения, мы в Гагаузии имеем такое большое количество любителей Путина, зазывающих его сюда, потому что мы не осознали масштаб трагедии голода, его причин и последствий, не осудили тех, кто совершил это преступление. Поэтому угроза его повторения остается. Надеюсь, мы доживем до того дня, когда в Народном собрании Гагаузии осудят преступления сталинского режима и тех, кто помог Сталину совершить величайшую трагедию гагаузов в Бессарабии. Друзья, это был очередной выпуск проекта Nocta Life History, который мы делаем совместно с доктором истории Штефаном Бежаном. Он был посвящен голоду 46-47 годов прошлого столетия. Увидимся в следующем выпуске Nocta Life History. До свидания.